В осеннюю призывную кампанию на срочную службу из Ингушетии отправится 300 молодых ребят, что на 100 человек больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе встречи с Юнусбеком Евкуровым доложил новый военный комиссар республики Тимур Мистоев. Осенний призыв стартует 1 октября. Руководитель ведомства также рассказал, что молодые ребята будут служить в различных родах войск и в различных округах, в том числе в воздушно-десантных войсках, военно-воздушных силах, сухопутных, железнодорожных войсках и Нацгвардии. Также Тимур Мистоев отметил, что в процессе отбора призывников большое внимание будет уделено военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также физической подготовке. Надо акцент делать на Министерство образования, где уже поэтапно, по классам надо будет какую-то работу проводить. Я думаю, где-то уже у меня есть какие-то наработки, потому что я и работал в Горском кадетском корпусе, сталкивался с этой проблемой. Я думаю, здесь надо ее более расширить. И эту работу, наверное, обязательно надо будет проводить, потому что надо будет нашу молодежь привлекать, чтобы они были заинтересованы, вот как и подчеркнул глава, именно и не только в учебе, но и в спорте, потому что немаловажно при поступлении в высшее военное учебное заведение, это мы, как все знаем, что спорт – это одна из ключевых вопросов, где при сдаче экзаменов, помимо ЕГЭ, там и, естественно, вот этот профотбор идет. Поэтому, я думаю, мы плотно будем работать с Министерством образования Республики Ингушетия, плотно будем работать с военно-учетными столами в районах, глав городов, районов. Акцент сделал глава, я думаю, будем выполнять. Юнусбек Евкуров поздравил Тимура Мистоева с назначением на ответственную должность. Руководитель субъекта дал ряд поручений, в том числе провести аттестацию всего личного состава комиссариата, так как, по его мнению, не совсем качественно ведется работа по подготовке молодых ребят к службе в армии. Также глава региона попросил взять на особый контроль процесс прохождения службы в армии, находиться в прямом контакте с командованием воинских частей. В каком состоянии находится военкомат республики и районный военный комиссариат. Это раз. Второе, провести аттестацию среди всего своего личного состава. Не совсем качественно, казалось, ведется работа, в том числе по подготовке молодежи к службе в армии, по работе по отбору для службы в контрактной системе. Ну, естественно, особо это подготовка и популяризация учебы в высших военно-учебных заведениях. Тот же кадетский корпус, который там командовали, вы помните, что 90% гражданские вузы. Это отсутствие должного внимания военного комиссариата и районных военных комиссариатов. Очень тщательный контроль личный по отбору нашей молодежи для службы, срочной службы, призывников, начиная до призывной подготовки с 9 класса. Для этого у нас есть и 126-й полк Росгвардии, для этого у нас есть Троицкий гарнизон, то есть там проблем нет. И надо создать программу, хотя она есть уже программа, уточнить эту программу, посмотреть, чтобы ребята, которые хотят служить в армии срочную, чтобы они проходили определенную ступень. И какую-то там огневую подготовку, строевую подготовку, там, знание устава, там, то есть то, что прописано там по всем нормативам. И особенно там физическая подготовка.